Всем привет, друзья! Мы сегодня в гостях у Каиргали Ага. Он является председателем казахской диаспоры в Якутске. У меня очень многие спрашивают, а много ли у нас казахов живет, чем занимаются и так далее. К сожалению, я не знал ответ на эти вопросы, поэтому, чтобы узнать об этом, мы сегодня пришли к Каиргали. Вот сейчас пообедали, спасибо за обед. Поздравляю вас с Новым годом! Вас и вашу семью. Ну, вы рассказывайте, откуда вы родом, из какого рода, да? И когда приехали в Якутск, ну, в общем... Ну, коротко о себе. Да, о себе сначала, да. Добрый день всем. Если можно погромче. Да. Добрый день всем, кто будет слушать, смотреть. Меня зовут Каиргали, отца звали Магау. Фамилия Жумагазиев. Я из младшего Жуза, Байулы, Алаша, Рум Шоткара, 58-го года рождения, уже не совсем молодой человек. Родился я в Оренбургской области, в Оренбургском районе. Был такой совхоз Солилецкий, коммунист, и еще раньше он назывался конезавод номер 25. Это где-то в 40 километрах от Оренбурга. Отец родом был из Уральской области, Каратюбинского района. В 30-х годах они переехали в Оренбургскую область. Где-то в возрасте, ему было в 30-м году 13 лет, он 17-го года рождения. Участвовал в Великой Отечественной войне. Мать работала в тылу, и в 1945 году она уже была награждена указом Президиума за доблестный труд в период Великой Отечественной войны медалью. Отдать, в первую очередь, хочется дань памяти нашим старшим поколениям в связи с прошедшим годом, в 2020 году 75 лет ко Дню Победы. Вот в этом плане, что коснулось всех, Великая Отечественная война, вот так она и коснулась. Я закончил школу в 75 году, потом в 80 году Оренбургский сельскохозяйственный институт, инженер-механик сельского хозяйства. 3 года отработал в народном хозяйстве, потом был призван в армию, служил послевоенной кафедрой офицером на БАМе под девизом «Мы служим Родине, мы строим БАМ». И после БАМа здесь у меня были друзья, однокашники в Якутске, они меня сюда зазвали. И я вот приехал, хотя и по распределению хотел сюда приехать, но по распределению я в Якутию не попал. Это в каком году, получается, приехал? Я в 85 году приехал, в ноябре месяце. В ноябре месяце сюда приехал. И вот с 85 года я здесь живу в Якутии. Работал в разных предприятиях, тем более в связи с тем, что прошла вот эта вот перестройка и приходилось работать на разных работах, и водителем работал, и на разных должностях работал. Вот сейчас работаю в охранной структуре, ведомственной охране Министерства транспорта на данный момент. Ну и вот так вот. У нас с супругой 3 детей, все взрослые. Младшая дочь, она закончила в прошлом году в Питере университет строительный, работает по строительной части. Как называется ее должность, я до сих пор не могу выучить. В Питере, да, работает? В Питере, да, работает в Питере. Ну, строят дома, вот как-то вот отчетность по домам, по этажам. Все это она как-то приезжала, рассказывала, но я понять понял, но название должности я не запомнил. Старший сын работает в Нерингре инженером связи, на так называемой трубе обеспечивает связь. Второй сын работает здесь в полиции, майор полиции. Якутской. Да, они оба семейные, по 2 детей. Дочь пока еще
замужем. Мгм. Но будем надеяться, что Скоро. да, найдет себе. Ага. Ну вот когда приехали в Якутск, как вам погода, да, какие ощущения давала, ну, это наши морозы, как народ Саха, то есть, как она вас встретила, в общем, как Якутск вас встретил, когда вы сюда приехали? Вы знаете, В то время, те, наверное, Саха мало было, да? те советское время, вот у меня здесь, которые встретили, встречали меня вот как вот, ну тогда молодежь, вот какой-то компании. Вот были два брата, Петя и Андрей. Мгм. Но Петя, к сожалению, уже ушел из жизни. Андрей до сих пор здесь. Вот они Саха, вот те из самых первых, которые как бы в компании я вот и Новый год встречал, можно сказать, и общались. Ну и там были и русские, и вот Башкирин был однокашник, и казах однокашник, он до сих пор здесь, старший тренер по дзюдо, Равкат Джабаев. И... Так, прям дружба народов. Да, дружба народов. И в те времена такого вот не было, чтобы вот как-то так вот, я не замечал. И вот, допустим, даже погода, она бодрила. Тогда морозы стояли, вот практически вот, на 7 ноября, вот в этом году вообще было градусов, наверное, 10-13. А в те года на 7 ноября на парад идти 40 градусов или около того было. Уже в ноябре, а декабрь, январь, февраль стояли морозы 45 и выше. Такие были морозы. Ну, тогда мы были молодые, может быть. И и атмосфера была тогда в обществе другая. То есть такого не было, что вот что-то случится, и ты останешься там один на один с какой-то бедой. И, допустим, даже не с бедой, а с какой-то вот там, не дай бог, отопление или что-нибудь. Да, какие-нибудь такие вот серьезные вопросы, ты останешься один. Мы знали, что всегда придут на помощь и власти, и друзья, и даже просто незнакомые люди. Сейчас это тоже есть, но как-то вот, мне так кажется, ослабло в этом плане. Да. И вот здесь вот, да. Ну и сейчас морозы, было тепло, до середины декабря практически было тепло, и как ударили морозы декабря, мы то ли отвыкли, то ли что, мы говорим, ой, какие-то морозы. Но в этом году что-то сильно ударили. Да, хорошо ударили. В тех годах, ну, последние года что-то как-то потеплело было. Теплее было. Те года 50 градусов как-то и не помнится. Ну. А сейчас вот 50 градусов. Ага. Ну сейчас тогда расскажите о диаспоре, казахской диаспоре. Это получается только по Якутску у вас диаспора или по всей Якутии охватываете? Ну, раньше, вот в начале 90-х годах, ну и мы были помоложе. В общем-то, казахов здесь мало, в Якутии. В основном вот здесь, в Якутске, человек, может быть, 50, это в основном те люди, которые с советских времен живут, по распределению попали. Кто-то там, когда учились, женились, многие смешанные браки. И вот... В современное время не приезжают? Приезжают мало. Вот я знаю, семья приехала, потому что у нее были проблемы с давлением, и врачи не разрешали рожать в Казахстане, в Алмате. Даже такое бывает. Да, но им говорили поменять климат. Вот они поменяли климат. Вот в прошлом году в мае месяце у них девочка родилась, и вроде бы все нормально. То есть здесь давление меньше получается, да? Ну, наверное, так. Во всяком случае, перемена климата им на пользу пошло. Вот они, во всяком случае, родили здесь. Некоторые вот из таких же романтических побуждений, как и я в свое время, как и некоторые другие, посмотреть мир, Якутию, суровые климатические условия испытать. Некоторые и по этому поводу приезжают, ну, вот, допустим, встречал молодого человека, который решил посмотреть. Пожить. Даже. Да. Вот такие вот есть моменты, но очень мало. Вот как вот, чтобы с других республик на заработки приезжать, вот такого массового наплыва нету почему-то. И страны СНГ, наверное, меньше всех, наверное. Да. Вот нам даже как-то вот миграционные законы как-то не сильно это нас затрагивают, потому что вот я знаю председателей других
Они вот очень хорошо владеют, достаточно хорошо владеют миграционным законодательством. И нас как бы это дело не сильно касается вот в таком плане. Ну, сколько человек примерно Ну, насчитывается? человек 50 может быть. Это в Якутске. Да, в Якутске. По нашим прикидкам. Сверхом. Да, по нашим прикидкам личным, скажем так. Человек 30 собирается, вот когда вот у нас бывает семейные юбилеи торжества, мы оповещаем, и человек 30 собирается. Друг друга Да. Кроме того, что там человек 30 придет казахов, там человек, ну уже как, человек 15-20 работы, соседи, знакомые, друзья, вот так вот примерно бывает. Ну, вот собираются. Я знаю, что есть казахи, которые, живут и живут сильно, они, не стремятся общаться. Не стремятся общаться. Да, человека 3-4 лично я знаю, которые, когда мы встречаемся, они рады видеть, вот так вот где-нибудь. Увидимся, встретимся, поговорим, как дела, поспрашивают, как что, и вот так вот, есть и такое. Но вот действительно, по сравнению с 90-ми годами разница большая, потому что мне самому было на 30 лет меньше, я где-то было 30-35 лет тогда, энергии много, энтузиазма было много. Мы чаще встречались и проводили больше праздников. Именно вместе, вместе старались, да. Если какой-то, допустим, Новый год или 8 марта, праздновали где-то что-то, то обязательно потом какой-нибудь выходной день мы посвящали 8 марта, собирались, допустим, в Казахи. Ну и не всегда казахи, у нас еще там друзья, потому что есть и много смешанных браков. Если говорить о смешанных браках, наверняка возникнет вопрос, то показательно, что я 4-й председатель. Казахской диаспоры. Да. И все 4 председателя были смешанные браки. Вот такие, скажем так, если это так называется. То есть, если там вот... Это можно назвать, наверное, любовь, наверное, многих привела сюда, наверное, да? Да. Многие так и говорят, что вот предыдущий председатель, он 2 года назад получил такую работу, по которой он не имеет права быть руководителем даже общественной организации. И ему пришлось покинуть пост председателя. И вот я стал председателем. А каким образом это получается? Избирают, да? Да, избирают. Мы это дело... У нас на данный момент пока еще юридически мы зарегистрированы, то есть у нас есть печать, но у нас нету счета, потому что поступление денежных средств не видится. Возможно, мы будем действовать без регистрации юридического лица, потому что не предвидится, у нас бизнесменов нету. Если был, если был бизнесмен у нас такой успешный в Ленском районе, Абельманов, наверное, слышишь, сейчас он глава района. Да, очень много хвалебных статей про него пишут, да. Да, и вот он, достигнув успеха в бизнесе, решил помочь своим землякам. Он уже Ленский район считает своей второй родиной, и вот стал главой, и вот действительно там про него говорят. Молоко, там цена молока выше по всей Якутии в Ленском районе. Да, я его лично еще не встречал, не знаю, но вот судя по отзывам и в прессе, и в соцсетях, очень хорошее, очень хорошее о нем мнение. У нас еще есть глава поселка Юрюн-Хая на Барском Улусе. Это вообще на севере, на береге моря Лаптева, да? Да, почти на берегу, на севере, за полярным кругом. И вот он тоже там, иногда он просит там передать, вот буквально недавно нужно было 2-3 листочка документов передать ему срочно. Я взял у человека и поехал в аэропорт. И мне один товарищ говорит, на регистрации в Соскылах, куда тут в аэропорт, можно сказать, канату надо передать. Я так и сделал. Я говорю, вот канату. И девушка сказала, канату? Давайте.
То есть это кто такой, никто не Да, спрашивает. да, даже не спрашивали, кто такой. что- Это по всему району, получается, Ну, знаете. наверное, так, потому что я подошел на регистрацию, спросил, вот Ханату надо передать. И вот так вот Но это его, дело ну, сразу. знают люди, получается. Да, да, и вот так сработало. Я уже сказал Ханату, давайте я передам. Я взял ее телефон, перезвонил ей, чтобы не ошибиться в контакте. И все вот нормально. То есть, ну и вот у нас в Мирном есть Гульсум Акзамовна. Она была зам главы района. Главы района. Да, была депутатом Илтумена, то есть Республиканского госсобрания. То есть, вот... Ну, получается, в данное время Абильманов Жумарт является главой Ленского района, это на западе Якутии, да, получается? Да. И вот Канат, как фамилия? Аркенов. Канат Аркенов является главой села Ирюмхая в Анабарском улусе, это на севере. То есть в данный момент две главы Якутии получается. Да, да. И тем более у нас казахов по переписи 2010 года, ну где-то 1300 человек да, по всей Якутии. Да, по всей Якутии. И в Мирном, наверное, их много, да? Да, в Мирном, Удачном много, но их много, вот в Мирном действительно там много, вот там горняки, Алросы добывают, алмаз добывают, а горняки в основном. Основной. Там и другие, конечно, есть, и семьями живут. Вот, если прибывают, вот горняки прибывают. Вот, востребованность в горняках, и вот с Казахстана горняки прибывают, казахи. И на вахте тоже сейчас, наверное, приезжают, потому что у нас есть был один знакомый, ну, человек писал. Ну да, что... я и говорю, да, вот да. Нагорный, сейчас, наверное, больше вахтовым методом, как сейчас модно становится, вот это добычу вести, как и нефти на Талакане, вахтовики. Ну вот так вот, то есть нас здесь не так много в Якутии. И в основном вот те, которые в советское время, и сейчас вот востребованы вот такие, как горняки. А вот как диаспора, какие работы ведете? Наверное, работаете в Доме дружбы народа, да? Да, мы, конечно, там принимаем участие в различных вот мероприятиях, которые... Номера ставите? Да, ассамблеи. Тоже участвуем в этом деле. И номера очень редко, конечно, у нас мало. Если некоторые уже уехали, вот те, которые могут петь, спеть, плясать, вот буквально недавно уехали вот 2-3 человека, которые... В Казахстан переехали? В Калининград. Калининград. И вот. А вы в Казахстане сами часто бываете? Ну, я в Казахстане бываю, ну, на севере. Я в Алмате один раз был, в Астане не был. В Алмате один раз был, в 95-м году, это было давно. И в основном у меня однокашник и 2 брата живут в Актюбинской области. Старший брат вот под Актюбинском живет в пригороде, и в Кандагаче младший братишка. Вот, их посещаем в отпуск, когда бываем. И вот 2 года назад ездил на юбилей к однокашнику в Актюбинск. Однокашник это одноклассник? Нет. Однокурсник? Однокурсник, да, однокурсник. Вот сижу, думаю, про кого, знаешь, когда однокурсник. Так что... Это в Оренбурге, где вместе учились? Где вместе учились в Оренбурге, и он родом с Оренбуржья. Ну вот, волею судеб он в Казахстане стал работать. И... Вот про вашего земляка, наверное, знаете, это Дамир Исмагулов. Из Оренбурга тоже казах парень. В UFC дерется, боец. Слышал. Да, у него победы сейчас 3-0, 3 раза участвовал и 0 поражений. Сейчас, по-моему, в Алмате живет, тренируется. Ну, то есть Оренбурга тоже он парень. То есть в Оренбурге много, да, казахов живет? Да, в Оренбурге живет много казахов, и, по-моему, Оренбург занимает в Российской Федерации по численности казахов, если не первое, то 2-е место. После Астрахани? После Астрахани, скорее всего. Оренбург, да? Да, но Оренбург, ну, произносит как Оренбор,
Ну, по-казахски вроде Оренбор, нет? Ну это... Или это кто-то придумал? Я думаю, что это... Там река был, там была река Орь, где сейчас Орск. Река Орь. Ну, я не знаю, почему она, как она называется, этимология происхождения этого названия, я не знаю. Но река была Орь тогда еще, она и сейчас называется Орь. И сейчас город там есть Орск на этой реке. И на этой реке тогда, насколько я помню, тогда и был, так скажем, воздвигнут или по велению было создан Оренбург. От слова Орь. От реки. Да. Потом название осталось, а перенесли уже на Урал. Оренбург, насколько я знаю. Конечно, я могу ошибаться, но это я придерживаюсь вот этой версии. Другое дело, что это земли были казахские. Если смотреть на Оренбургскую область, то если вот Казахстан, здесь Башкирия, здесь Татарстан, и получается Оренбургская область как узким перешейком перерезает. Но это не могло быть так. Это уже политика там династии Романовых, царей, они вот при Екатерине II и ранее вот это дело продвигали, но чтобы общение между родственными народами, казахами, башкирами и татарами как-то пресечь, может быть, из каких-то геополитических интересов. Ну, искусственно создали. Да. Ну и там вот, если посмотреть, то по левую сторону от Урала в основном живут так вот, ну и все, но казахи в основном живут. По правую сторону живут башкиры и татары, ну и там сейчас и русских много, и там, и других национальностей сейчас много. Но вот основное, скажем так, коренное население, если так можно говорить, то вот такое вот, да. Ну, примерно так вот. Вот, я вот много общаюсь тоже с людьми из Казахстана. У нас очень много, оказывается, слов схожих. Вы, наверное, знаете об этом тоже, да? Да. И даже вот есть Капчагай, да, вот водохранилище под Алматой. И тут деревня в Мегино-Каргаласском Улусе тоже есть село Капчагай, оказывается. Да, я вчера спрашивал у людей, что это означает. И один человек ответил, не знаю, насколько это правда, говорит, что это каменный берег, говорит, Капчагай по-якутски. Он стоит на берегу Лена. Ой, на берегу, да, Лена стоит. А вот не знаю, казахский Капчагай, что значит, там, ну, просто, там тоже вода, и там тоже каменные берега, вот, ну, скалистый берег, то есть там тоже. Ну, вот я сейчас не могу ответить. Казахский язык знаете, да? Ну, я знаю, но не так хорошо владею, да, потому что я учился в России, читать, писать не умею, ну, владею в какой-то мере. Если бы я попал бы сейчас в Казахстан, то я думаю, что за год, 2-3 я бы владел бы, наверное, неотличимо. А в советское время в Оренбурге в школе казахский язык не учили, да, вам получается? Нет, это же была Российская Федерация. Оренбургская область относилась к Российской Федерации. РСФСР. РСФСР, да. Оренбургская область это РСФСР. Нет, в те времена в России вообще не учили, что ли, национальный язык? Я не знаю, я про это не могу сказать, но где я рос, вырос, об этом даже как-то и вопрос не стоял. Вопрос не стоял, да. Родители говорили, что надо знать, ну, я лично как бы не сопротивлялся этому, что надо знать. Но сейчас я понимаю, что этому надо было придавать какой-то вот импульс. Но сейчас я понимаю, что в Казахстане озабочены тоже языком, да. То есть я всегда говорил, вот в молодые годы, когда меня спрашивали, насколько ты знаешь казахский язык, я говорил, ну, на бытовом уровне знаю, а вот так вот литературный, там, а сейчас еще, как говорят, государственно-политический язык развивать, то я, конечно, не знаю, а в молодые годы я говорил, в Казахстане... Даже в самом Казахстане вроде... Да, в Казахстане, я говорил так, в Казахстане достаточно народу, который знает и заботится о сохранении, и если надо будет, я поеду в Казахстан, и к этому источнику знаний всегда могу напитаться. Но вот сейчас я смотрю, и в Казахстане как-то озабочены, вот, как и в России тоже озабочены потерей русского языка. Что русский язык
изменяется, утрачивается и теряет какие-то свои корни. Вот это, видимо, тенденция... Глобализация. Да. Не знаю, как с английским языком, как англичане там и американцы. Страдают или нет? Да, страдают этим или нет, но вот и в России насчет русского языка такая озабоченность имеет место. И в Казахстане, ну вот в якутском языке тоже, вот в Татарстане, и ну, почему-то так вот, да. Так что вот насчет языка вот такая ситуация. Глобализация, да. Ну ладно, спасибо за это общение. У нас, наверное, время уже подходит к концу интервью, потому что там уже достаточно долго поговорили. Ну, пожелайте напоследок землякам что-нибудь. Ну, что пожелать? Я поздравляю всех с наступившим уже новым 2021 годом. Пусть все те неприятности и невзгоды, которые в 2021 году приключились в связи с этой пандемией, если это пандемия, чтобы вот эту проблему преодолели, чтобы она осталась в прошлом. Ну и если говорить о пандемии и о других проблемах, кризисных явлениях в обществе в целом, не только в России, Якутии и Казахстане, а в целом мире очень много кризисов, то я считаю, конечно, и не я один, считаю, что это в результате того, что у нас жизнеустройство не по совести. И вот я желаю всем задуматься над этим вопросом и думать, и продвигать в Казахстане, в России, в мире жизнеустройство по совести. И я попрошу Эркина как-нибудь сделать другую передачу, посвященную вот этой проблеме. И вот если говорить о патриотизме, то я считаю, что нужно давать определение патриотизма четкое. Вот буквально вчера смотрел фильм современный про Шерлока Холмса, отрывок. Включил телевизор, и там вот Боярский играет, уже в возрасте Боярский, он играет какого-то полицейского. Шерлока Холмса играет достаточно Андрей, забыл фамилию артиста. И вот там ситуация была такая, что два офицера английских обвиняли друг друга вот, в каком-то вот неправильном поведении. И один артист говорит, актер по роли говорит, что мы были патриотами, а ему в ответ: ваш патриотизм – это прибежище негодяя. То есть получается, просто любить Родину – это не то определение патриотизма, потому что, например, гитлеровцы тоже любили Родину. И красные и белые в 20-х годах тоже любили Родину, бились насмерть. И вот определение патриотизма: тот патриот, кто налаживает жизнеустройство по совести, где бы он ни находился, вот тот настоящий патриот. И тогда между патриотами любой страны, любого народа не будет противоречий, потому что и те стремятся наладить жизнеустройство по совести. И наоборот, тогда у них будет вот единение к человечности. То есть жить по совести – это быть человеком. Спасибо за внимание. Вам спасибо.